Спасибо. Туркменский Хельсинский фонд по правам человека Хаджиев. Значит, Юрий Джебладзе сказал, что сейчас новые вызовы. Но я бы сказал, вызовы старые, но они сейчас приняли более изощренный характер. ОБСЕ не признает выборы в Туркменистане как депутатов, так и президента. Вместе с тем, что это за вызовы? Это вызовы экономические. Прежде всего, это коррупция. Это лоббизм и интересы экономики. В 2019 году мы беседовали с господином Бурентом, который был представителем Европейского Союза по правам человека. И он нам открыто сказал, если встанет вопрос прав человека и экономика, Евросоюз выберет экономику. Поэтому вот у меня вопрос к БДИПШ и ОБСЕ. Когда вы перестанете играть в двойные стандарты? Спасибо. Thank you so much. My name is Chemen Öre, and I'm from Turkmenia Unite. I'm from Turkmenistan. Thank you for being open for all the questions, difficult questions, different questions. For here, I want to address the issue of personal issue of Turkmen prisoners, political prisoners. For Turkmenistan, before we can speak of the rule of law, we need to address the eyesore of monstrosity of a problem, political prisoners. Thank you for mentioning Omurzak Omarkuliyev. That was one of the questions. I would like to pinpoint 4 more prisoners that are critical. First, I would like to push forward Mansour Mingelov, who is in critical condition now. He is in jail on trumped-up charges and vague charges for drugs, which is a usual trick that the authorities use. Mansour Mingelov is in dire need of medical assistance. The inmate that gave the information about Mansour has strongly noted that he will not survive and make it even this year. Unfortunately, we expect the unexpected. He is also at the brink of losing his leg due to amputation, and he has tuberculosis. This is a 21st century, modern-day Turkmenistan prison. There are also 3 more people that need the attention. Dr. Hursanay Ismatulayeva, lawyer Pigamberdi Alibirdiyev, journalist Nurgildi Khalikov. And then several more people were arrested on untraditional relations, which is LGBTQ charges. And they're not even released at all. Many more, of course. They are all convicted on absurd charges. The list of political prisoners is 100 plus. What can be progressively done on collective basis to free overgrown political prisoners list? How can we achieve a meaningful result in this area? Releasing political prisoners is a positive step forward in terms of democracy and freedom of speech and press. Of course, everything else for any country, especially Turkmenistan. Thank you. Thank you very much. And there are 2 more requests, so I would allow these 2 more questions in order to conclude the final round of questions, and then we will wrap up. Добрый день. Меня зовут Мурат Курбанов. Я представляю Народное движение Туркменистана, демократический выбор Туркменистана, зарегистрирован во Франции. Здесь очень много рассказали, и я послушал доктора Цесара Зормо и Юрий. Очень многое рассказали о ситуации с правами человека. Я хотел бы отметить одну вещь, что вот ОБСЕ за 30 лет сделала очень многое для достижения соблюдения прав человека, но вы должны знать, против кого вы боретесь, или кто борется против вас. Против вас борются бандиты. Они идут такими темпами, что ОБСЕ просто не успевает. Например, 1 августа 2021 года я находился в Турции на протесте. Меня после протеста преследовали и хотели убить. Вот возле меня находится гражданин Туркменистана. 3 дня назад был активист, избит 3 человека в Турции. То есть правительство Туркменистана уже полностью уничтожило гражданское общество в Туркменистане. Теперь оно занимается уничтожением гражданского общества в Турции, то есть за пределами. Министерство национальной безопасности спокойно орудует за пределами Туркменистана. Что бы я хотел сказать? У меня нет вопросов. Я бы хотел вам дать одно предложение.
Все диктатуры держатся на финансах. Вам надо создать один классификатор индекса демократии в стране. Когда проходит этот классификатор, доходит до коэффициента, допустим, 1,8 или 1,9, с этого момента должен включиться специальный механизм, который не позволяет этим странам или этому бандитскому правительству иметь доступ к финансовым институтам. Никакие средства, никакие крупные контракты международные организации не должны финансировать, пока не будут налажены проблемы по гражданскому обществу, по пространству гражданского общества, по правам человека, по верховенству. И эти мониторинги этих стран надо систематически проводить. И когда проводите мониторинги, надо привлекать правозащитные организации. Сегодня нету никакой связи между ОБСЕ и правозащитными организациями, находящимися как внутри страны, так и снаружи. Косвенная связь, какая-то непонятная. Против вас работает организованная преступная группировка в виде правительства. Особенно подчеркиваю Туркменистан. Там вообще нету никакой власти, там вообще нету никаких прав человека. Гражданское общество убито уже, все, его нету, не существует. Вот у меня вот такое предложение сделать один механизм, который позволил бы экономически влиять на эти правительства, которые уничтожают гражданское общество. Тем самым у вас будет какой-то эффективный механизм, реактивный, скажем так. А то все вот эти совещания и решения, пока дойдут до Туркменистана, они уже уходят далеко вперед. Спасибо большое. Thank you very much, and thank you for the recommendations. And I understand there is a last speaker now requesting the floor. Please. Hi, my name is Nur Mohammed Annaev. I'm the chairman of the board of Oğuz Boyu Organization, civil society organization in Turkey, Istanbul. I am a civil activist also in same time. My family right now in Turkmenistan, my wife, children, and more than 2 years, I cannot meet with them, I cannot see them because of our president, our country just banned our citizens to come back. And it is not, you cannot understand why this is not a pandemic or any other reasons, because of pandemic is also in same time have all of the world. But our country, just reason of pandemic, just banned our country. And now I am here because of thousands of people told me that, tell them about this problem. I'm here because of thousands of people here. They cannot go back their home. So this situation, this problem, also known all over the world countries. My question is, these organizations, when they will start to help to the nations, Turkmen nations, when they will start? Because of there is an office in Ashgabat also, same. But we just sent the appeal of letters to all of the organizations, but nobody didn't start regarding these problems. Thank you.